Несмотря на то, что крымско-татарский наравне с русским и украинским язык государственный, обучение на нем ставится в зависимость от некоего предела возможностей нынешней системы образования Крыма. То учебников не хватает, то учителей. Хотя по закону предусмотрено, что на родной язык и литературу в качестве предмета отводится до 3 академических часов в неделю, администрации школ находят причины, чтобы сократить часы и сделать обучение факультативным. Конституция Крыма 1992 года признавала крымско-татарский, русский и украинский языки государственными языками автономии. Тогда образование на этих языках развивалось на одинаковом уровне. Но Конституция 1998 года лишила крымско-татарский язык статуса государственного и даже официального, тем самым вытеснив его из учебных планов крымских школ. Принятый 21 апреля прошлого года президентом России указ о мерах реабилитации депортированных и придании крымско-татарскому языку статуса государственного вселило в общественников надежду на развитие образования на родном языке. Но в мае Госсовет принял закон об образовании в Республике Крым, включив крымско-татарский в разряд других необязательных родных языков, изучаемых по выбору на основании заявлений родителей. Мы так старались, чтобы крымско-татарский вместе с русским и украинским изучался наравне как обязательный предмет. Тогда бы не было причин для конфликта. Все бы изучали языки в одинаковых условиях. Но не вышло. Крымско-татарский, хоть и признан государственным, на самом деле так и остался языком национальных меньшинств. По выбору. То есть родители должны писать унижающие их заявления с просьбой разрешить изучать родной язык. Министерство образования Крыма разработало методические рекомендации, предложив варианты учебных планов для школ, где учатся крымские татары. В нескольких вариантах крымско-татарский язык предложено включить в расписание как предмет. Но и это не спасает ситуацию. На методические рекомендации Министерства образования ни руководители школ, ни районо, ни горано не обращают внимания. Не ошибусь, если скажу, что в каждой школе руководители выбирают такие варианты учебных планов, где крымско-татарского языка как предмета нет. Во многих школах крымско-татарский определен как факультатив или кружок. Так случилось и в Изобильнинской общеобразовательной школе. Руководство учебного заведения получило рекомендации Министерства образования, но завуч сам выбрал учебный план, не поставив в известность учителей и родителей и определив для крымско-татарского языка внеурочное время. Нужно, чтобы крымско-татарский язык изучался как предмет. И точка. Кружок, факультатив не пойдет. Мы и в Узбекистане так изучали. Но мы теперь на родине. 20 лет, как мы вернулись, а ничего не меняется. Была Украина, пришла Россия. Со стороны правительства много чего написано. Есть статьи, законы, но никто их не читает, не обращает внимания. Проблема в том, что в большинстве школ учебные планы и расписания уже составлены, и увеличить количество уроков крымско-татарского будет сложно. Если бы мы узнали об этих планах раньше, в феврале-марте, то у нас в руках было бы мощное оружие. Можно было бы требовать 3 часа крымско-татарского в неделю, собирать заявления. А теперь уже разве можно изучать язык неурочно? Но есть и позитивные примеры. В общеобразовательной школе села Виноградное Ленинского района в этом году количество занятий крымско-татарского языка увеличилось. Хотя и здесь он в основном изучается как факультатив. Часов стало больше. Если в прошлом году было 3 часа, то в этом 8 часов крымско-татарского. Для нашей школы это радостное событие, потому что раньше мы были на первом месте по количеству учеников, уроков крымско-татарского языка. Наши ученики участвовали во всех мероприятиях. В этом году сократилось и количество национальных классов. Если в прошлом году были открыты 57, то в этом только 38. Директоры школ убеждают родителей отказаться от обучения детей в национальных классах, объясняя это тем, что у выпускников таких классов нет будущего. Им якобы сложнее поступить в вузы, а затем найти работу. В селе Войково Ленинского района было 2 национальных класса, 3-й и 7-й. Директор школы, вернувшись из отпуска, собрала родителей в своем кабинете и начала на них давить. Раздала заранее подготовленные бланки, потребовала написать отказ от обучения их детей в крымско-татарском классе и заявление о переводе в русский класс. Объяснила это тем, что нет учебников на крымско-татарском языке. Общественники уверены, родителям в этом вопросе стоит проявлять твердость. Представители Меджлиса ездят по регионам Крыма, проводя консультации для учителей и родителей, на которых знакомят с законодательством в сфере образования. По словам руководителя управления образования Меджлиса имени Авамилевой, сегодня образовательный процесс построен на принципе социального заказа. Именно родители являются основными заказчиками обучения на родном языке. А школы и муниципальные органы должны удовлетворять этот заказ, обеспечивая обучение детей.
Только думать и говорить о том, что мой ребенок должен изучить свой язык в образовательном учреждении или в дошкольном учреждении, да, или то, что он должен получить образование, этого недостаточно. В данной ситуации, в рамках сегодняшнего действующего законодательства, родители должны писать заявление. И поэтому мы призываем родителей до 10 сентября еще не поздно подать заявление на имя администрации школ о выборе образования, или же о выборе языка образования, или же о том, что ребенок хочет изучать свой родной язык. Еще не поздно. Обещанные год назад учебники на крымско-татарском языке школьники в этом году действительно не получат. По словам министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, их еще не перевели на крымско-татарский язык. По словам Гончаровой, до 1 октября по школам распределяют методички для факультативного изучения крымско-татарского языка. Министр уверена, пока этого достаточно. Кроме того, по всему Крыму прошла волна сокращений. 16 из 25 крымских регионов уволили методистов крымско-татарского языка. На фоне этих событий заявления крымских властей о восстановлении прав крымских татар звучат неубедительно. Общественники не перестают обращаться к властям, постоянно напоминая о проблемах крымско-татарского образования. Но на деле оказывается, что все принятые документы и указы остаются лишь на бумаге. И родителям приходится не только просить обучать своих детей на родном языке, но и бороться за свое конституционное право.